Своевременной доставкой почты и корреспонденции по адресам мы обязаны специалистам, которые каждый день трудятся на благо населения, почтальонам. Несмотря на то, что телефонная связь и интернет дают безграничные возможности, почта не ушла на второй план. Людей с толстой сумкой на ремне по-прежнему ждут каждого на своем веренном ему участке. Несмотря на определенные трудности в работе, почтальоны со стажем не намерены прощаться с любимым делом. Зарема Ивлоева расскажет, почему. Это здание отделения Почты России в Насыркорте открылось совсем недавно. Новые условия и автоматизированность облегчили труд операционистов. А вот объем работы почтальонов только увеличился. Впрочем, сотрудницам местного отделения не страшен любой фронт работы. Каждая из них трудится здесь не менее 10 лет. К слову, 7 из 7 местных почтальонов – пенсионеры. Но уходить на заслуженный отдых пока никто из них не собирается. Свободного времени у женщин совсем нет. Нужно успеть рассортировать большую кипу писем и газет, разложить по порядку согласно маршруту и ничего не перепутать. 300-400 писем, 20 налоговые писаны, налоговые. Многодетная мама Любовь Биштоева в советское время работала телефонисткой, позже перешла на почту. Этой работе она отдала 17 лет. На ее участке 9 улиц, поэтому большую часть рабочего времени Любовь проводит в пути. Приходится проходить не 1 километр, жариться под палящим солнцем летом, месить грязь в дождливую погоду и мерзнуть зимой. Но за много лет она приобрела много друзей, поэтому в каждом доме ее ждут с радостью. С годами появились телефоны и интернет, поэтому люди стали реже отправлять письма друг другу. Но ходить по проложенным маршрутам почтальоны меньше не стали, особенно когда рассылаются счета и разносится пенсия. У Исет Чахкиевой в этом году круглая дата – 10 лет стажа работы на почте. Хоть я сегодня целый день хожу пешком, на второй день я бодро себя чувствую. Привыкла? Да, я привыкла. Со свежей головой с утра уже на работу опять. В Насыркорте 38 тысяч абонентов, которых обслуживают всего 7 почтальонов. Письма, пенсии, пособия. Их ждут почти в каждом доме. У Лизы Чахкиевой самый большой участок, на котором расположены не только частные, но и многоквартирные дома, а также различные организации. Хоть и бывает тяжело делиться почтальон, но работа ей нравится. Во-первых, она связана с людьми, а это всегда интересно. А во-вторых, нет времени для скуки. До субботы интересно. Бог бы итчуда. Игорь Хауса был хренчан. Сайчит ультимаяр. Но каждый год дукат ехтузлат. Организация вообще дукихан зехтехан. Да по бакинке он же амфитеатр, мемориал, 18 этажный дом. Каждый день отъехал дукахан. Встретить молодого почтальона – редкость. Зарплаты у них невысокие, а объем работы большой. Но наши героини отдали своему делу не 1 год и уже не представляют свою жизнь без писем и абонентов. А постоянные пешие прогулки даже держат пенсионерок в тонусе. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.